Естественно, нас все время с кем-то пытались сравнивать. Грузино-абхазский конфликт, он не похож ни на конфликт на Горном Карабахе, ни на конфликт между Грузией и той же Южной Осетией. Потому все равно, рано или поздно, конфликты будут решаться. И в этом случае все равно придется избирать индивидуальный подход к каждому из конфликтов на постсоветском пространстве. Здравствуйте. В эфире «Чегемская правда», август месяц. Он всегда как бы ассоциируется со многими памятными датами. И вот совсем недавно отмечали 15-летие начала войны в Осетии, 08-08-08. Вот то, что как бы происходило тогда, и сейчас тоже вот как бы дальше уже будет, наверное, там 15-летие признания. Я вообще хотел бы, наверное, об этом поговорить в контексте того, что вроде бы небольшой срок прошел с тех пор, но тем не менее я смотрю, как меняется представление в мире об этом конфликте, и вот этот конфликт и дальнейшее признание, там грузино-абхазский, грузино-осетинский и так далее, и те действия, которые тогда происходили, они сейчас вот становятся неким заложником тех событий, которые происходят в Украине. Я вот сегодня буду об этом говорить с нашим постоянным экспертом Астамуром Таня. Астамур, здравствуй. Вообще, тебе, или это мое такое ощущение, что вот все-таки вот есть некая попытка изменить как бы некий дискурс тех событий, который происходил там тогда 15 лет назад. Я вот просто читаю и западную там прессу, и там различные заявления политических групп. Даже в России, кажется, мне что-то меняется в плане того, что там происходит. То есть очень много каких-то изменений, которые, в общем-то, наверное, не соответствуют тем заявлениям, которые там, допустим, тем нарративам, которые были определены там сразу же после этих событий, в частности, там документ Хайди Тель-Авини был и так далее. То есть все-таки как бы совершенно другие вещи происходили, а сейчас вот некая трактовка новая появляется. Ну, во-первых, я думаю, нам и это и неправильно, и нам совершенно невыгодно вести отчет от событий 2008 года. Вот. Потому что наш конфликт, он гораздо более глубокий, и острая фаза этого конфликта, она была в начале 90-х годов. Вот, поэтому, ну, вообще, знаешь, всегда были попытки сравнивать, ну, это ж, мы живем в рамках непрекращающейся пропаганды. А когда есть конфликтующие стороны, обе стороны ведут пропаганду друг против друга. Естественно, нас все время с кем-то пытались сравнивать. Я вот хорошо помню, когда Шеварднадзе сравнивал нас с Косово, вот когда как раз тогда был период, когда Косово имела только культурную автономию. Вот и он говорил, что вот там взаимоотношения с Абхазией будут решаться так же, как по тому же принципу, как решаются отношения с Косово. С тех пор мы видим, что Косово стало признанным государством, признанным значительной частью международного сообщества. Но, естественно, тогда никто не знал, к чему приведет вот ситуация конфликта между центральными властями Сербии и, как тогда говорили, косовскими сепаратистами. Вот. Сейчас совершенно другая ситуация, и процесс суверенизации дальнейшей Косово и его интеграции в международное сообщество, он приобрел совершенно другие масштабы. Вот. Нас даже нельзя сравнивать с другими постсоветскими конфликтами. Ну, то есть в известной степени все конфликты похожи, вот, потому что там они возникают из экономических, политических противоречий, этнических противоречий, религиозных. В этом смысле они могут быть похожи. Вот. Но, естественно, у каждого конфликта есть своя специфика. В этом смысле, если говорить о специфике
грузино-абхазский конфликт, он не похож ни на конфликт на Горном Карабахе, ни на конфликт между Грузией и той же Южной Осетией. Потому что Нагорный Карабах и Южная Осетия, они ставили перед собой целью воссоединения Карабах с Арменией, а Южная Осетия с Северной Осетией. Абхазия всегда провозглашала, у нас всегда была цель, это создание собственного суверенного государства, потому что это тоже естественно. Во-первых, у нас нет за пределами Абхазии никакого граничащего с нами массива этнического, близкого нам. Вот. С другой стороны, никто не может о наших нуждах позаботиться лучше, чем мы сами. Да, потому что мы знаем, у нас есть опыт, когда об этом заботились другие, и это приводило к известным последствиям. Вот, поэтому, естественно, сейчас тоже в силу того, что такой новый пропагандистский дискурс возник в связи с событиями в Украине, то опять нас будут сравнивать. Но наша задача все-таки наших властей и нашей интеллигенции, политической элиты, интеллектуальной элиты, это все-таки говорить о том, что в чем целесообразность, в чем суть нашего конфликта, в чем целесообразность нашего существования как независимого государства для нас самих. Вот. Мы должны участвовать в этой информационной работе. Потому что все равно, рано или поздно, конфликты будут решаться. И в этом случае все равно придется избирать индивидуальный подход к каждому из конфликтов на постсоветском пространстве. И исходя из этого мы должны формировать информационную базу и правовую базу для того, чтобы эти подходы, они соответствовали нашим интересам. Я все-таки чуть-чуть вернусь на 15 лет назад, и тогда уже сразу же после этих событий, после этой пятидневной войны, после того, как заработал этот формат Саркози, Медведев-Саркози, и там все-таки, и уже после 26 августа, когда Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, в общем-то, тут вышла вот определенная коллизия, связанная с переговорным процессом грузино-абхазским, да, который проходил под эгидой ООН. И эта миссия так или иначе вынуждена была потом свернуться, так как, в общем-то, поменялись уже обстоятельства. Да, то есть, и тогда вот спешно возникла вот эта Женевская дискуссионная площадка. И тогда, мне кажется, вот в этот момент мы что-то, наверное, упустили, да? Потому что если вот проследить, опять же, все-таки очень короткий срок, 15 лет, но мы как-то умудрились полностью потерять инициативу в этом плане. То есть мы все-таки с 93-го года, да, в реальности, да, потом уже в 94-м уже официально все это началось, но с 93-го года, когда первая миссия ООН уже приезжала, мы все-таки были в реальности стороной конфликта, и мы были, де юре мы были признаны стороной конфликта, да, и потом уже после признания мы как-то вот поверхностно, наверное, отнеслись к этому, мы перестали быть стороной конфликта. С другой стороны, это позволило, мы и информационно перестали работать в этом плане. У меня такое ощущение, что плохо стали работать, по крайней мере, вот за этот короткий срок мировое сообщество, по крайней мере, оно уже рассматривает существующий конфликт, да, между грузино-абхазский, там, грузино-южно-осетинский, да, вот как некое там российско-грузинское противостояние, да, то есть там нет вот этих особо
таких отдельных как бы конфликтов. То есть вот и грузинцы, и само грузинское общество, кстати, тоже считает, что это вот как бы послушаешь их политиков и само общество, оно как-то вот тезис о том, что не было никакой войны там с абхазами и осетинами, это была война с Россией. Вот здесь, мне кажется, очень сильно проиграли, наверное, потому что мы как-то, в общем-то, и не было попыток как-то вынести, изменить или восстановить свою субъектность в этих переговорах. Да, там, более того, мы, наверное, все-таки как бы посчитали, да, есть еще и позиция, при котором мы считаем, что у нас конфликт закончен, да, то есть по большому счету, да, после того, как нас признали. На твой взгляд, вот что можно было бы изменить и что нам надо было сделать, чтобы вот этой ситуации не возникло? Или были ли возможности у нас вообще? Ну, вы понимаете, когда происходили встречи Медведева, Саркози, верстался этот план, согласно которому были учреждены женевские дискуссии, этот механизм встреч. Такое ощущение, что он верстался наскоро, совершенно без учета той уже имеющейся переговорной базы и тех механизмов, которые действовали на тот момент. Потому что в грузино-абхазском, в частности, урегулировании эти механизмы были чрезвычайно развиты. Они работали по трем направлениям. Это гораздо более, кстати, развитый, чем механизмы урегулирования в Южной Осетии. Там и международная компонента была у нас значительно выше, самая высокая, потому что урегулирование грузино-абхазского конфликта обсуждалось на уровне Совета Безопасности ООН регулярно, 4 раза в год. 2 резолюции принималось и 2 заявления Совета Безопасности, председателя Совета Безопасности по урегулированию грузино-абхазского конфликта и, соответственно, на основе 4 докладов. Вот. Мы как-то могли, в силу того, что здесь миссия ООН находилась, мы могли, конечно, в меньшей степени, чем грузинская сторона, но могли влиять на подходы в рамках Совета Безопасности ООН. Вот. Сейчас, конечно, ситуация, можно было, конечно, предпринять больше усилий для того, чтобы сохранить этот механизм. Но мы тоже, мне кажется, поддались тогда эйфории, что вот нас признали, ну, сами стали говорить, что у нас конфликт окончен. Как выясняется, конфликт у нас не окончен сейчас. Вот, иначе бы мы не говорили о существующих угрозах постоянно. Вот, потому что на постсоветском пространстве, очевидно, идет распаковка старых конфликтов. И здесь нам, что называется, ухо востро нужно держать не только с учетом обеспечения нашей фактической безопасности с помощью наших усилий, с помощью той договорной базы, которая с Россией у нас есть, вот, но и с помощью активизации наших международных усилий. Обстановка это диктует. Конечно, нам сейчас сложнее, потому что, будучи стороной в конфликте, мы могли подписывать документы, за нами признавалось право международным сообществом, за нами признавалось право подписывать такие документы с Грузией, которые касались урегулирования конфликта, а также разных экономических, гуманитарных вопросов. То есть спектр вопросов, которые могли решаться сторонами, вот, и с помощью тех механизмов, которые у нас тогда были, был очень широк. Это был на самом деле очень хороший, уникальный на постсоветском пространстве механизм, вот, механизм Координационного совета грузинской и абхазской сторон. Вот. Сейчас, конечно, мы должны в уме иметь, что это были хорошие механизмы, и думать о том, как их воссоздавать. Главным, естественно, препятствием на этом пути является позиция грузинской стороны, которая приняла после августовских событий 2008 года, приняла законодательство об оккупированных территориях и перестала нас признавать в качестве стороны в конфликте, объявив, что у нее конфликт с Российской Федерацией. Вот. Но мне кажется, что все равно существуют возможности, неформальные, прежде всего информационные, экспертные возможности, для того, чтобы убеждать
в том числе и грузинскую сторону, в том, что выгодна реконструкция какого-то двустороннего формата с участием международных посредников. Или развитие, допустим, Женевской площадки в международный такой формат, потому что там репрезентативно представлены разные влияющие на региональную ситуацию акторы. Вот. Но для этого, конечно, потребуется, еще раз говорю, много усилий, непрерывных усилий. Необходимо контактировать и с представителями ООН, других международных организаций. На той же Женевской площадке необходимо ставить вопрос о ее преобразовании, предлагать разные модели. Не факт, что это быстро будет принято, но во всяком случае нужно формировать такой дискурс. Потому что без формирования этого дискурса невозможно выйти на это решение. А грузинской стороне почему выгодно было? Потому что грузинская сторона в этом случае смогла бы в контакте с абхазской стороной решать те же вопросы, допустим, безопасности по границе, по реке Ингур. Разные гуманитарные вопросы, которые затрагивают, допустим, интересы населения, живущих по ту и другую сторону границы. То есть, и потом контакты с абхазской стороной не являлись бы нарушением какого-то их внутреннего законодательства. Поэтому мне кажется, что все-таки надо стимулировать и грузинскую сторону к отмене этого законодательства, объяснять, что это тупиковый путь в урегулировании взаимоотношений с Абхазией. Потому что легко всегда объявлять, что ключ урегулирования конфликта находится в какой-то другой стране. Вот я помню, что Шеварднадзе говорил, что ключ урегулирования конфликта находится в Москве. Вот, они пытались тогдашнее руководство России использовать для того, чтобы там закручивать на им гайки, санкции, там, решения Совета глав государств СНГ. Потом увидели, что там не решается, теперь ключ оказался уже где-то на Западе. Сейчас смотришь, ключ где-то висит между Западом и Россией. Опять. Уже как бы однозначно где-то в Москве, кажется, лежит опять. Или несут в сторону Москвы, да. Но это, еще раз говорю, это не принесет никаких результатов в урегулировании грузино-абхазского конфликта, пока грузинская сторона не будет относиться к абхазам как к нации, способные самостоятельно отстаивать свои интересы, имеющие свои самостоятельные интересы. Это же самообман представлять абхазов, что они действуют по чьей-то указке. Наши интересы могут совпадать, часто совпадают с Россией, но это наши интересы. Вот мы действуем в рамках, прежде всего, той парадигмы, что мы должны сохранить свое государство в качестве гарантии нашего выживания. Вот. Этим мы и занимаемся. И не надо отвлекать собственное внимание тем, что там фактически прятать голову в песок и отказываться от непосредственного диалога по урегулированию конфликта. У нас был достаточно такой период, тяжелый период, когда можно было бы о нем сейчас не очень принято вспоминать, там в Грузии об этом как бы не пытаются вспоминать, а мы тоже как-то, нам как-то, наверное, стыдно об этом говорить в силу того, что сейчас у нас союзнические отношения с Москвой, но в 90-е годы у нас был период, когда Грузия, у Грузии были союзнические отношения, да, с Москвой, и это ей даже не мешало, как бы, больше сотни все-таки миротворцев там от рук вот этих всяких диверсионно-террористических групп пострадало, грузинских, да, и то есть одновременно быть союзником и одновременно как бы разбираться с российскими миротворцами,
миротворцами, и с другой стороны мы оказались тогда в жесткой экономической блокаде, и там, когда мужчины там от 18 до 65 лет не могли проехать вообще, попасть в Россию. То есть это время, там старшее поколение, наше поколение очень хорошо помнит, да, все эти трудности экономические, не только экономические, да, когда список того, что можно было ввести в Абхазию, умещался буквально там на клочке одной бумаги, да, маленькой бумаги. Но я сейчас, в общем-то, наверное, все-таки это вот такое воспоминание, от которого, наверное, все-таки хочется забыть, но это было. Да, но я все-таки как бы о другой вещи, да, вот ты все-таки возвращаясь к нашему разговору про все эти переговорные площадки, и я так понял, ты все-таки приходишь к мысли, что, в принципе, вот этот женевский формат, он себя изжил. Или нет, точнее, он требует трансформации. Я не считаю, что изжил, потому что если изжил, значит и его не будет. Его не будет. Да, я считаю, что он очень ограничен в своих возможностях. Требует трансформации. Требует трансформации в переговорный формат. Из дискуссионного в переговорный формат, где стороны смогут что-то подписывать, взаимообязывающее, при международных гарантиях. Вот это не обязательно договоры, не только договоры, сейчас у нас говорят, обязывающие о неприменении сил, это важно. Но помимо этого, чтобы можно было подписывать другие соглашения, в том числе касающиеся разных экономических решений, гуманитарных решений. Это все, это необходимые элементы полномасштабного урегулирования. Их надо обсуждать. Все-таки, да, есть ситуация, обязывает, ну, как бы, в неким образом переформатировать вот существующие там женевские дискуссии, но при этом ты понимаешь, что вот я лично не вижу, как это может получиться в силу того, что грузино-абхазский конфликт и переговорный процесс, он, в общем-то, стал заложником и в Абхазии, и в Грузии внутренней политики, внутриполитической повестки. Да. И любой там разговор по изменению существующего положения вещей, он обязательно будет восприниматься в штыки. Я помню президента Аслан Бжани, когда вот только-только перед Старым Новым годом, это вот 20-й год, да, когда Рауль Хаджимба отрекся, то есть сложил в себя досрочно обязанности президента, и Аслан Бжани тогда вот заявлял о том, что нужны прямые переговоры между Схумом и Тбилиси. Потом в начале своего президентства он концепцию внешнеполитическую представил, где там отмечалось о необходимости там разных многоуровневых переговоров с Грузией. Потом под давлением оппозиции этот пункт исчез, а тезис о необходимости прямых переговоров между Тбилиси и Схумой вообще вовсе исчез. То есть сейчас, допустим, нынешняя власть просто вообще об этом и не упоминает. Да, и грузинская тоже. И грузинская тоже не упоминает. Но у Грузии там вообще проблематично. Там вообще в законе там зафиксировано, что ни с какими официальными властями Абхазии, то есть и Южной Осетии, там грузинские власти по закону не имеют права встречаться. То есть, то, что в Женеве встречается, это вот как бы в личном качестве встречается, там на экспертном уровне, но не более. Но не как представители там, они встречаются не как с официальными представителями там абхазской власти. Там тоже такая же ситуация. То есть, и вот в этой картине, сложившейся картине, как возможно все это изменить? Прямого пути решения этого вопроса нет. Для начала надо формировать дискурс, информационный дискурс и экспертное обсуждение этих вопросов. Потому что стороны должны
все-таки посмотреть с разных сторон и увидеть, где плюсы, где минусы. Нынешняя тупиковая ситуация, она ничего хорошего не сулит обеим сторонам. Вот. Поэтому нужно искать из нее выход. Просто находиться в рамках устаревшего пропагандистского вот этого фона, я думаю, уже не получится, потому что ситуация геополитическая в регионе меняется. У нас на глазах это произошло в 2020 году, когда распаковался конфликт на Горном Карабахе. Вот. Поэтому надо на тех уровнях, где встречи происходят между разными представителями Абхазии и Грузии, международными представителями, российскими представителями, на экспертных уровнях обсуждать возможные модели, как преодолевать нынешнюю тупиковую ситуацию. Вот. И это, естественно, должно звучать в публичном пространстве, потому что общество и абхазское, и грузинское, они должны быть информированы о том, с какими мы проблемами сталкиваемся и какие предполагаем решения. Потому что кулуарно, в силу того, что эти конфликты, как и любые конфликты, они имеют и внутриполитическое звучание, кулуарно эти вопросы не решаются. Вот, поэтому нужно говорить со своим обществом, объяснять, в чем наши интересы заключаются и как мы их планируем защищать на переговорных площадках. Вот. Это обязательно взаимосвязанные вещи. Иначе, если, еще раз говорю, если мы не будем брать на себя ответственность за изменение подходов, мы можем столкнуться уже перед совершенно новыми реалиями, когда трудно будет что-то сделать и как-то маневрировать. Такое тоже возможно. Ну вот эта ситуация, которая сейчас сложилась, вот эти антагонистические отношения между Россией там, и, как сейчас принято называть, коллективным Западом. Да, совершенно считаю методологически неправильным это название. Коллективный Запад. Все это так, по крайней мере... Это знаешь, когда вводят такую терминологию, это значит, люди отказываются видеть какие-то нюансы. Потому что Запад, на самом деле, он не коллективный. Он тоже делится на страны с разными взглядами и порой противоречивыми интересами. Вот. И когда ты объявляешь что-то коллективным, ну, для пропагандистском плане, может быть, это работает какое-то время, а в практическом оно ведет к самоограничению. Как говорил Фазиль Искандер, коллективной может быть только вонь. Самоограничение в дипломатических возможностях. Вот. Но при всем при этом все-таки существует огромные противоречия в контексте Украины между, по крайней мере, между Евросоюзом и Россией, да, но они являются все-таки участниками этих женевских дискуссий. Насколько вот, допустим, вот эта ситуация может отразиться, может быть, в позитивную сторону, да, то есть все-таки в каких-то местах должны какие-то позитивные вещи, там, ладно, они там не могут договориться насчет Украины, да, но, допустим, в отношении там грузино-абхазского конфликта, может ли эта ситуация как-то уже в плюсовом варианте? Теоретически, наверное, может возникнуть такая ситуация, потому что Женевский формат, он единственный работающий формат, в котором участвуют вот эти все представители России, Евросоюза, США, вот они работают вместе. Вот ООН, вот, и регулярно проводят встречи. Сейчас, кажется, это единственная площадка. Да, регулярно проводят встречи в этом формате. Теоретически можно предположить, что какие-то модели деэскалации между Россией и вот другими участниками этого формата, конечно, они могли бы быть апробированы на Женевской площадке. Теоретически такое возможно. Вот если есть, допустим, на данном этапе желание куда-то двигаться,
Вот. Ну, что касается практической стороны, не знаю, очень это все пока глухо. Вот. Но, тем не менее, Женевскую площадку нужно использовать. Мы не знаем, где она сработает. Она может работать, ты прав, не только в плане грузино-абхазского конфликта, вот, хотя в ней есть недостатки этой Женевской площадки. Например, один из недостатков – это то, что два конфликта, там, отличающиеся друг от друга, конфликт между Южной Осетией и Грузией, конфликт между Абхазией и Грузией, слиты в один флакон, потому что у нас урегулирование этих конфликтов вместе никогда не шло. Оно шло порознь, потому что у нас могут быть отличия в позиции. У нас есть отличия в позиции между нашими осетинскими коллегами. В конце концов, да, потому что Южная Осетия, вот это главное различие. Поэтому здесь мы создаем друг для друга определенные неудобства. Вот. В этой связи, конечно, есть и эта сторона в этой Женевской площадке, такая не учитывающая реалии. Изначально это было неправильно сделано. Вот. Но имеем то, что имеем. Так что она может сработать и таким образом. То есть как площадка, где будут апробироваться какие-то модели деэскалации. Потому что все-таки Южный Кавказ – это периферия. На периферии легче находить точки соприкосновения, чем там, где прям столкновение происходит глобальных интересов. Вот. Ну что ж, Астамур, большое спасибо. Мы достаточно, в общем, откровенно поговорили о перспективах и переговорного процесса, и вспомнили прошлое. Я еще раз напоминаю, что 15 лет прошло с того момента, как произошла пятидневная война, и через несколько дней мы будем отмечать 15-летие признания со стороны России независимости Абхазии и Южной Осетии. Да, это такой период, где можно подумать, к чему мы пришли, чего мы хотели, чего мы достигли. Да, то есть вроде бы небольшой срок, но он достаточно для того, чтобы проанализировать ситуацию, сделать определенные выводы и двигаться вперед. Большое спасибо, Астамур. Смотрите нас на телеканале Абаза, смотрите нас на YouTube-канале «Чегемская правда», на одноименной странице в Фейсбуке. Я с вами прощаюсь. Инал Хашик. До свидания. До свидания.